Уважаемые участники форума, дорогие гости, позвольте мне от имени президента Кыргызской Республики Садыра Нуркожоевича Жапарова и себя лично поприветствовать вас на данном форуме. Рад видеть всех присутствующих и тех, кто подключился онлайн на открытии столь значимого для Кыргызской Республики и членов Евразийского экономического союза мероприятия. Я еще в далеком 2001 году говорил о необходимости перехода на национальную валюту во взаимных платежах. Прошедшие события критически оголили уникальные возможности для перехода к экономике шестого кондратьевского цикла, где во главу угла будут стоять нано-биотехнологии и новая энергетика, новые информационные технологии и, конечно же, человеческие ресурсы. Происходит цивилизационный сдвиг с запада на восток, экономический центр тяжести смещается в азиатский континент. Если закрывается в окно в Европу, мы готовы открыть ворота в Азию. Мы становимся свидетелями беспрецедентных изменений, где наш союз должен занять свою доминирующую позицию. В условиях глобализации и сохранения кризисных явлений в мировой финансово-экономической системе, а также ее турбулентности, интеграционные процессы приобретают большую актуальность и значимость как никогда. Объединенные совместными действиями, общими интересами и задачами государства более успешно двигается в глобальной экономике, получая реальные конкурентные преимущества. Взаимовыгодность Союза для стран-участниц очевидна. У нас огромный потенциал для дальнейшей интеграции. Союзные программы являются одним из главных инструментов интеграции. Они эффективно развивают интеграцию, что позволит загрузить производственные мощности, организовать дополнительные рабочие места, а также увеличить экспортные поставки во многие страны мира. ЕАЭС должен стать моделью экономического содружества, перетекающего постепенно в политический союз. Между тем, для евразийского интеграционного проекта освоение собственного рынка за счет повышения конкурентоспособности производителей стран – это задача минимум. Задачей же максимум является укрепление позиции на внешнем рынке. По итогам первого полугодия 2021 года ВВП Союза выросла на 4,5%. Валовая добавленная стоимость в сфере строительства выросла на 5%. В промышленности выросла на 4,1%, а инвестиции в основной капитал выросли на 5,7%. ВВП Беларуси, Казахстана и России уже достигли допандемийного уровня по итогам 2021 года и выросли на 2,3%, 4% и 4,2% соответственно. ВВП Армении в Кыргызстане выросли на 4,1% и 3,6% по итогам 2021 года. Наблюдается положительная динамика во взаимной торговле при сохранении тенденций, сложившихся по итогам 2021 года. Объем экспорта во внешней торговле увеличился на 42,5% и достиг 500 миллиардов долларов США, максимального значения с 2015 года. А объем взаимной торговли, прирост составил свыше 32%, превысил 70 миллиардов долларов США и достиг нового максимального исторического значения. Наблюдается переориентация торговых потоков государств, членов ЕАЭС. Удельный вес Европейского Союза во внешнем товарообороте ЕАЭС снизился с 46,2% в 2015 году до 30,6% в 2020 году. Доля стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества АТЭС и Шанхайской организации сотрудничества ШОС во внешнем товарообороте ЕАЭС, напротив, выросла за этот период с 29,6% до 36,4% и с 16,3% до 24,1% соответственно. По итогам сентября 2021 года в большинстве стран ЕАЭС наблюдалось улучшение бюджетных балансов, снижение дефицитов и формирование профицитов бюджетов в государствах-членах ЕАЭС. Способствовал интенсивный рост, к чему способствовал интенсивный рост доходов
расходной части бюджета на фоне умеренного роста государственных расходов. В 2021 году обменные курсы национальных валют государств-членов к доллару США оставались на более высоком уровне, чем до пандемии. Для достижения утвержденных главами стран ЕАЭС целей экономического развития представляется важным, в том числе содействовать расширению финансирования инвестиционной, инновационной деятельности путем задействования резервов, не вовлеченных в народно-хозяйственный оборот производственных мощностей. Главным условием сближения уровня экономического развития является достижение устойчивых темпов роста. Это возможно в фазе поступательного роста нового технологического уклада за счет передачи технологий и переноса производств из передовых стран в относительно менее развитые. При этом условием эффективного принятия технологий является достаточный технический и образовательный уровень, соответствующий уровню данных технологий. Таким образом, представляется чрезвычайно важным обеспечение своевременной реализации стратегических направлений развития АЭС до 2025 года в новых сферах интеграции, научном сотрудничестве и образовании, а также по содействию экономическому росту и развитию кооперации, созданию инвестиционных инновационных консорциумов, осуществлению инвестиционных проектов с высоким интеграционным эффектом. Задача макроэкономической политики вместе с тем заключается и в создании благоприятных условий для наращивания инвестиционной и инновационной активности. В соответствии с основными направлениями экономического развития АЭС до 2030 года реализация целевого сценария развития государств-членов ЕАЭС и создание собственного центра силы предполагает формирование на территории Союза центра силы, центра притяжения инноваций, инвестиций, высококвалифицированных кадров и производства продукции, конкурентоспособной на мировом рынке. Такой вектор развития можно охарактеризовать как сценарий высокой международной конкуренции, базирующийся на поиске окон возможностей и создании новых конкурентных преимуществ. Это предполагает формирование условий для улучшения качества экономического роста государств-членов Союза в долгосрочной перспективе и строительство экономики знаний, способной к постоянному развитию темпами, опережающими среднемировые. Уважаемые друзья, как известно, данное мероприятие ранее было дважды перенесено ввиду причин и обстоятельств. И сегодня Кыргызстану выпала честь стать первопроходцем в организации проведения столь масштабного форума нашего Союза. Ваше активное участие в обсуждении вопросов нашей интеграции, обмен экспертными мнениями по определению дальнейшего пути развития, уверен, послужит углублению понимания и поиску новых решений. Форум ориентирован на малый, средний и крупный бизнес как стран ЕАЭС, так и третьих государств. Его цель – объединить инвестиционный и инновационный потенциал государств-членов Союза, сформировать кооперационные связи между бизнесом стран интеграционного объединения, а также обсудить проблемы и перспективы развития нашего Союза. Уважаемые гости, как вам известно, программа форума весьма насыщена. Предусмотрено проведение пленарного заседания с участием глав государств, 6 панельных дискуссий, состоящих из тематик по различным направлениям, а также выставка лучших агропромышленных товаров государств-членов ЕАЭС. Надеюсь, что в ходе панельных дискуссий будут обсуждены наиболее важные вопросы, затрагивающие дальнейшее развитие нашего Союза в эпоху глобальной турбулентности в мировой экономики. Кроме того, затронем новые сферы и направления сотрудничества с ЕАЭС с опорой на стратегию 2025. Обсудим пути развития внутреннего рынка Союза, проблемы и механизмы устранения препятствий в нем. В условиях односторонних ограничений первостепенной задачей является решение вопросов эффективного развития промышленности и агропромышленного комплекса, импортозамещения и налаживания кооперационных связей в нашем Союзе. Полагаю, что интересным будет также обсуждение вопросов развития транспортной инфраструктуры евразийской интеграции, которая даст нам более широкие возможности
возможности для раскрытия нашего огромного экспортного потенциала и выхода на новые рынки сбыта нашей продукции. Кроме того, сегодня мы откроем дискуссию по продвижению идеи евразийства, ее распространения в широкие массы. Важной составляющей дискуссии в рамках форума является обсуждение молодежной повестки, являющейся одной из новых сфер евразийской интеграции в части широкого вовлечения молодежи в процессы функционирования ЕАЭС. Предлагается обсудить и другие важные темы, такие как значимость формирования интегрированного валютного рынка ЕАЭС для обеспечения суверенитета и стабилизации экономик, формирование научно-образовательных учебных заведений по подготовке квалифицированных кадров для единого рынка труда, формирование благоприятных условий для развития электронной торговли на территории Союза. Немаловажным является вопрос расширения географии контактов с зарубежными государствами, с интеграционными региональными объединениями от Южной Америки до Юго-Восточной Азии. Учитывая тему нашего форума «Евразийская экономическая интеграция в эпоху глобальных изменений, новые возможности инвестиционной активности», необходимо обсудить приоритеты и направления развития нашей интеграции, а также определить резервы наших экономик в целях устойчивого поступления развития Союза. Уважаемые участники, Союз открывает более широкие перспективы для экономического развития его стран-участниц, создает дополнительные конкурентные преимущества в процессе развития и укрепления торгово-экономического сотрудничества. Уверен, что научно-техническая, промышленная база, высокообразованных и квалифицированных человеческих ресурсов достаточно, чтобы сделать членов этого Союза самодостаточными, которые в дальнейшем обеспечат процветающее и устойчивое светлое будущее нашим детям и нашему будущему поколению. При расширении ЕАЭС способен трансформироваться в крупный субъект мировой экономики и содействовать устранению тех перекосов и дисбалансов, которые сложились за последние десятилетия в мирохозяйственных связях. Таким образом, выход евразийского интеграционного проекта на качественно новый уровень может создать пример, который как магнит будет притягивать другие заинтересованные страны. Считаю, что поступательное и устойчивое развитие Союза внесет немалый вклад в стабильность всей мировой экономики. Есть все шансы Союза превратиться в геополитический полюс. Нам нужно создать совершенную и успешную модель не только взаимовыгодного сотрудничества и партнерства, но и гармоничного существования этносов, культур и религий, так как нас объединяют общечеловеческие ценности. Благодарю за внимание.